Избирком сегодня подвел итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов на пост главы Коми, а также кандидатов в депутаты Госсовета. Итак, всего на высшую государственную должность в нашей республике претендуют 4 кандидата. Назовем их согласно требованию закона в алфавитном порядке. Представитель «Зеленой альтернативы» Виктор Бетехтин, представитель ЛДПР Андрей Никитин, представитель КПСС Сергей Пономарев и самовыдвиженец Владимир Уйба. В парламент Коми из 14 ранее заявившихся партий допущены 8. Назовем их в порядке появления в бюллетене, который определила жеребьевка. «Единая Россия», КПСС, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Родина» и КПРФ. По одномандатным округам выдвигалось 85 кандидатов, зарегистрировано 77. Плюс сейчас еще 2 отказа оспариваются. Ну и 6 кандидатов выбыли по разным причинам. Средняя конкуренция по одномандатным избирательным округам, 5 человек на мандат. Распределилось все это по-разному. Есть округа, в которых зарегистрировано по 7 кандидатов. Это Лесозаводский округ, там зарегистрировано 7 кандидатов. Эжминский округ, также зарегистрировано 7 кандидатов. Ну и есть округа, в которых зарегистрировано совсем мало кандидатов. Ну, для примера приведу минимальное количество кандидатов. Прошли процедуру регистрации по Яревскому избирательному округу. Это один из округов, который расположен на территории города Ухта. Не обошлось и без жалоб. Их в избирком поступило 10. Одна связана с отказом регистрации кандидата по Приполярному округу. Еще одна на действие ТИК в Удровском районе по формированию участковых. Остальные касаются предвыборной агитации. Как раз начинается активный период. Политические партии отслеживают друг друга. Председатель избиркома также объяснил по кандидатам с судимостью. Этот биографический факт не ограничивает человека в праве быть избранным. Нарушением считается только сокрытие информации. Так, у «Справедливой России» 7 кандидатов с судимостью. 5 у КПРФ, по 3 у коммунистов России и Родины. У либерал-демократов 1.